Существует очень много фестивалей, которые, к сожалению или к счастью, очень много дублируются. Не могли бы вы рассказать о фестивале, где вы являетесь одним из кураторов и идеологов? Это фестиваль сообщений. Да, фестиваль сообщения, он проходит в маленьком городе Кудымкар. Это маленький город, но это столица Коми-Пермяцкого автономного округа, это Пермский край. Вот. Он существует всего года 3 на самом деле, он совсем молодой. Какое-то время они не могли определиться с концепцией. Потом вот я им предложил такую концепцию фестиваля, что это был бы фестиваль национальных театров, но это фестиваль, на который приезжают не какие-то спектакли по каким-то там эпосам или по каким-то историческим текстам, а это театр в поисках национальной идентичности. То есть что это значит? Это значит, что спектакли, чувствующие сегодняшнее время, говорящие о боли своего народа сейчас, а не когда-то 300 или 500 лет назад, или, может быть, о какой-то исторической травме, относящейся к 20 веку, там, может быть, это ГУЛАГ, может быть, и так далее. То есть вот этот вот какой-то период. И в то же время мы не исключаем попадание в программу фестиваля и русскоязычных спектаклей, потому что русский театр, он точно так же пытается в каких-то спектаклях нащупывать, что это такое, что такое быть русским, где национальная идентичность. Поэтому вот такой баланс какой-то у нас соблюдается в программе. Кстати, очень интересно, что вы говорите о том, что русский театр, собственно, сам ищет идентичность. В связи с этим у меня возник вопрос, почему именно у русского театра есть такая потребность, вроде кажется со стороны, во всяком случае, что перед русским театром открыты практически все возможности для того, чтобы существовать и развиваться семимильными шагами в современном мире? Ну да, конечно, но дело в том, что довольно часто спектакли какие-то русскоязычные, они говорят о чем-то другом, то есть говорят о каких-то глобальных каких-то вещах, там, просто Шекспир, неважно, какой-то вневременной Шекспир, допустим, или еще там что-то такое. И не часто становится вот именно эта тема рефлексии по поводу места своего народа, не часто становится предметом театрального искусства, но вот такое случается. Вот я только что посмотрел, например, спектакль Полины Кардемон, такой прекрасной новосибирской девушки. Он номинирован в этом году на «Золотую маску» в номинации «Эксперимент». Спектакль называется «Сыра земля коромыслия». И это попытка, то есть они ездили по этнографическим каким-то экспедициям, при этом они подчеркивают все время, что они не фольклористы. Но они ездили и искали заплачки какие-то, причитания какие-то народные в деревнях, которые еще остались. Но при этом они не пытаются имитировать вот это вот все, выдавать это за какое-то, не присваивать себе, так скажем. Они говорят, что, во-первых, мы не фольклористы, во-вторых, мы городские, мы об этом ничего не знаем, а вот давайте попробуем, что же мы об этом знаем. И вот эта вот дистанция между нами сегодняшними и тем, что сохранилась как традиция твоего народа, мне кажется, это очень честная такая история. Замечательно. А какие еще темы, кроме условно фольклорных, интересуют современный русский театр в поисках идентичности? Понимаете, в чем дело? Довольно часто это ощущение себя, самоощущение себя как народ происходит в какие-то ситуации экзистенциальные, когда вдруг ты попадаешь, случается какая-то большая беда, и ты вдруг осознаешь, что мы все вместе все-таки один народ. Вот на фестиваль сообщения, например, приезжал в этом году спектакль Дмитрия Егорова «Чернобыльская молитва». Он поставлен был в Воронеже, это по книге Светланы Алексеевич. И это немножко об этом. То есть ты живешь, ты не ощущаешь, ты просто, как все, там ходишь на работу, пьешь чай,
ну, просто живешь такой обывательской жизнью. И вдруг что-то такое случается в мире, даже невидимое глазу, что вот какая-то радиация, которая разливается в воздухе, и ты вдруг понимаешь, что ты поставлен на какую-то грань. И вот это вот осознание себя как единого какого-то целого, это тоже в каком-то смысле, это тоже поиски национальной идентичности. Или, скажем, когда был другой спектакль Мити Егорова в Омске, он был поставлен тоже по книге Алексеевич «Время секонд-хенд». И там тоже шла речь о развале Советского Союза. Ну, собственно говоря, о перестройке, как все это происходило. И о вещах, которые мы помним, которые стали частью нашей идентичности, общей какой-то, вот, может быть, не русской, а, так скажем, российской. Вот «Лебединое озеро», когда там путч, еще что-то, какие-то вещи ты вспоминаешь, и ты вдруг понимаешь, что это все составляет часть тебя, и в тебе это живет. Еще очень интересный вопрос. Вот русский театр, ну, в принципе, положение русского народа в нашей стране, сейчас как бы это правильнее выразить, ну, оно национальное большинство, вот, в силу исторических причин. И как в современном театре, именно в русском театре, рефлексируется тема, что наша страна, она многонациональна, и кроме русских, ну, я сейчас говорю не о иммигрантах в Москве, а о том, что существует еще сотни разных народов, и взаимоотношений между этими народами и русскими. Плохо, честно говоря, осознается. Довольно мало спектаклей на эту тему, в принципе, таких вот постколониальных, так скажем, да, потому что, ну, это, собственно, оно, потому что все-таки сейчас все больше осознается, мне кажется, ну, если ты нормальный, интеллигентный человек, и ты живешь в современном мире, ты все-таки должен понимать все-таки какую-то историческую вину перед другими народами, колонизированными, да, и это осознавать, это рефлексировать. Но есть, конечно, такие опыты, но вот много чего можно вспомнить, в принципе. Это, как правило, это делается, так сказать, не впрямую, хотя есть и какие-то спектакли там о колонизации, как вот, например, был спектакль «На краю света» в Магадане, в Магаданском театре, где шла речь о том, как вот все эти местные народы, немцы, эвиенки, эвиены, как они, вот как происходила колонизация. Ну, это такой исторический спектакль, по большей части. Если же говорить о современной какой-то, о том, что сейчас происходит, то вот, например, совсем маленький, крохотный спектакль Насти Патуа, это молодой режиссер в центре Мерхольда. Он вышел сначала, по-моему, в театре ДОК, а потом он вошел в репертуар ЦИМа. Называется «Неформат». И это спектакль об актерах с неформатной внешностью. То есть имеется в виду, когда ты, ну, говорит, у тебя татарская внешность, ну, где ты будешь в Москве играть? Тебе здесь, ну, ты понимаешь, да, что... И вот такая вот дискриминация по этому признаку, да, ну, или там какие-то другие народы. Я татарский привел только пример, только потому что нахожусь в Казани. Вот. И это попытка, там действительно говоря, там настоящие реальные истории, выходят актеры, которые рассказывают свои собственные истории. И это, конечно, такая смелая, интересная попытка. Ну, кстати сказать, если говорить поскольку мы находимся в Казани, то вот еще один спектакль, который вошел в этом году в номинацию «Золотой маски» в театре МОН, спектакль «Чин-татар», где тоже делается попытка каким-то образом осознать, сколько во мне татарскости, вообще, что такое быть татарином. Вот это вот все, когда это осознается и рефлексируется, мне кажется, таких спектаклей все-таки становится потихоньку больше. И, в общем, мне это нравится. Главное, чтобы это не превращалось в конъюнктуру, а чтобы это было сделано честно и талантливо. Совершенно верно, конечно. В национальных театрах очень много табу.
Причем их даже больше, чем в русском, поскольку помимо каких-то общих табуированных тем наслаиваются какие-то свои национальные темы табуированные. Вот насколько современный русский театр сейчас борется с границами, насколько он расширяет эти границы и насколько он считает, с вашей точки зрения, есть границы каких-то табуированных тем? Давайте все-таки говорить о российском театре в целом, потому что так сложно говорить русский театр, это сразу думаешь, что это что, малый театр с боярами, что ли. Да? Табуированные темы, куча таких табуированных тем, наверное, и они существуют и на уровне страны, конечно, и на уровне каких-то отдельных регионов. Очень часто, например, происходит, стал популярен такой жанр сити-вербатима, то есть это когда приезжает режиссер и разговаривает с горожанами о каких-то болях и проблемах города, и потом на основе вот этих вот интервью делает на основе этого спектакль. И практически всегда, не знаю, может быть не всегда, но очень часто это сопровождается какими-то скандалами в городе. Потому что кажется, зачем об этом говорить? Что же мы будем об этом говорить? Да еще со сцены. И все не так. Она приехала или он приехал, режиссер, и ничего не понял в наших проблемах. Такое вот возникает всюду. И, конечно, какие-то темы, относящиеся к ГУЛАГу, к этой вот исторической травме. Да, вот это, конечно, тоже очень... Есть такой эстетический феномен сегодняшнего дня, такой эстетика постпамяти, когда какое-то следующее поколение переживает ту травму, которую пережили наши отцы и деды. И очень часто эта постпамять, кажется, она преображает удивительным способом и выдает за правду то, что на самом деле ложь. И очень много таких спектаклей, пьес, так скажем, и в европейской драматургии, и в России тоже это стало появляться, какие-то такие вещи. Например, если в Европе это больше тема Холокоста, конечно же, есть замечательная пьеса Тадеуша Слободяника «Наш класс», или «Одноклассники», ее по-разному переводят, где речь идет о том, как поляки и евреи, учившиеся вместе в одном классе, и потом оказывалось, что поляки сжигали евреев, убивали их, своих же одноклассников. И сколько вокруг этого потом возводилось лжи на протяжении разных поколений, когда потом уже происходило отрицание того, что на самом деле все это было. Это, конечно, для Европы это больше тема Холокоста, для нас, наверное, такая историческая травма – это ГУЛАГ, потому что для нас, конечно, это очень важная история. Насколько вероятность появления национальных текстов на русской сцене, в русскоязычном театре? И нужно ли это русскоязычному русскому театру национальные авторы сегодня? Имеется в виду национальные театры на других языках пишущие, и которые переводятся и становятся фактом, так сказать, какой-то культурной жизни не национальной республики, да? Да, совершенно верно. Да, я могу вспомнить, это, правда, уже не последний сезон, там уже, наверное, лет 5 прошло, был спектакль по пьесе Алжаса Жанайдарова, казахский драматург, который назывался «Магазин», «Кибет», в Альметьевском театре, ставил Эдуард Шахов. И это история о том, как эксплуатируют гастарбайтеров, как все это происходит, угнетение и порабощение. Это вроде бы национальная проблема, а в то же время это становилось такой универсальной совершенно вещью, и она, это был очень важный какой-то спектакль. Какие еще сейчас вспомнить? Вот так, просто примеры так вот сразу
в голову не приходит, но это случается. Ну, и самое главное, Ну, кстати сказать, Зулейха открывает глаза. Вот Совершенно тоже, да, это же ведь книга, которая стала фактом культурной жизни всей России. Совершенно верно. И спектакли по ней, и фильмы. Он мало кого здесь оставил равнодушным. Я знаю, да, были споры. Ну, неважно, если есть споры, значит уже это какое-то событие. То есть, в принципе, если произведение будет талантливым, то оно будет востребовано в любом, неважно, вне зависимости от языка, театре. Я думаю, да, конечно. Здесь, конечно, вот тоже всегда вопрос, вот когда ставится какой-то спектакль, он, конечно же, он всегда должен принадлежать, я имею в виду национальном каком-то языке, он всегда должен принадлежать своей национальной культуре, он должен корни брать откуда-то оттуда, но в то же время он должен быть универсальным каким-то событием, которое может быть понятен, если его повезут на гастроли, я не знаю, там, в Южную Африку, там, или не знаю, там, в Египет или куда угодно, и он должен быть все равно каким-то универсальным. И тогда это, в общем-то, становится большим событием, а не только узкоместечковым. Каким вы видите будущее, ну, хотя бы в ближайшей перспективе, лет 5 национальных театров в России, учитывая все обстоятельства? Сложно все это. Конечно, национальный театр, если исключить татарский, потому что, мне кажется, татарский театр, и это не потому, что я нахожусь, нет, это не потому, что я здесь нахожусь в гостях, и принято говорить гостям комплименты. То же самое я буду говорить и говорю об этом, находясь в каких-то других национальных республиках, потому что, на мой взгляд, татарский театр переживает, и не только театр, но вообще вся вот городская культура, так скажем, да, татарская культура, она переживает какой-то бум определенный. Вообще, я могу сказать такую вещь. Почему довольно часто театр в национальных республиках оказывается на каком-то низком уровне, там совсем ниже плинтуса бывает иногда, что какой-то он замшелый, устаревший, архаичный. Ну, вот часто это в северокавказских республиках, например, бывает, да, где ничего интересного годами, десятилетиями не происходит. У меня есть такая теория, я думаю, что на самом деле она близка к правде. Театр – это городская культура. Он родился как городская культура. Театр – это развлечение для горожан. Если какая-то национальная культура вот сейчас на этом этапе недостаточно урбанизирована, если там, например, на протяжении там, столетий, десятилетий последних все это больше развивалось как деревенская культура, то есть земледельческая какая-то, да, то там не будет развиваться театр, что бы мы ни делали, потому что нет достаточно зрителей для этого, нет достаточно зрительской базы. Вот. И, как правило, взлеты какие-то театральной культуры возникают тогда, когда возникает какой-то действительно урбанистический бум. Тоже, когда развивается, здесь появляется какая-то публика, которая это интересно, которая готова это потреблять. Вот. Поэтому, мне кажется, это все же ведь связано напрямую с экономикой, с социологией, с кучей других проблем. И не будет театр развиваться только потому, что критики сказали ему развиваться. Да? Все есть какие-то объективные процессы. Но мне кажется, мне хочется верить в то, что что-то может сдвинуться. И, конечно, для этого, для того, чтобы что-то сдвигалось, нужна максимальная открытость еще театров миру. Так скажем, не замыкаться в рамках своей собственной республики, а всячески кучей разных способов. Это могут быть и приглашения режиссеров, хотя я тоже к этому тоже надо относиться осторожно, потому что мне кажется, когда только вот приехал режиссер из Москвы, Петербурга, поставил, он такой талантливый, а мы здесь все такие вот никакие. Это тоже немножко такой реликт колониальной такой культуры. Конечно же, должно быть параллельно идти и воспитание своих собственных режиссеров, своих собственных каких-то людей, которые делают культуру здесь, на месте.
Помимо этого, это и лаборатории какие-то, которые тоже это знак открытости какой-то миру, да, фестивали. И чем больше все это будет развиваться, тем быстрее и лучше будет развиваться национальный театр.